Добрый вечер, в студии Валент Генаев, в эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Напомню, что жанр этого проекта мы обозначили как общественно-политический телевизионный журнал, и сверстан он из репортажей корреспондентов по следам событий минувших 7 дней. На этой неделе в обойме событий новость о том, что больных туберкулезом в Чеченской Республике лечат кумысом, сообщение о том, что братья Кличко проведут в Грозном международный турнир, создание специальной межведомственной комиссии по проверке готовности школ к учебному году и многое-многое другое. Кроме того, как и обычно, вас ожидает обзор новостей виртуального мира, краткий обзор республиканской газеты «Вести Чеченской Республики» и в конце программы история рассказа жизни общепризнанного чеченского святого, основателя суфийского братства зикристов Кунта Хаджи Кишиева. Команда информационного канала настаивает на том, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Итак, мы начинаем и желаем вам приятного просмотра. Сегодня в программе. Больных туберкулезом в Чеченской Республике лечат кумысом. Единороссы на пост мэра Грозного выдвинули Муслима Хучиева. Братья Кличко проведут в Грозном международный турнир. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Если государство произрастает регионами, то республика районами. Что и как делается имамами и кадиями районов на местах? Об этом в рубрике Дайджест-Инфо размышляет и Тагир Салаханов. Курорт Серноводск-Кавказский восстанавливается. Дикая дивизия оккупировала Цхинвал. Мастер-карт теперь принимают и в Чеченской Республике. Анита Цой собирается выступить в Грозном. Об этом и не только в еженедельной рубрике Ченет-Инфо. Статистика аварийности на дорогах показывает, что ДТП в основном происходит по вине пьяных водителей. И потому проблема актуальна и налицо. О проблеме пьянства и алкоголизма за рулем в еженедельной рубрике «Тема инфо». С самого первого дня своего основания и с самого первого выхода номера «Коллектив» газеты, главной республиканской газеты «Вести Республики» следует в фарватере политики и главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних, наиболее ярких и общественно значимых публикаций газеты. Такие, как он, совесть земли. Они несут людям веру в добро, справедливость, веру в милость Всевышнего, сотворившего людей разными по национальности, но едиными в своих возможностях познать истинность своего предназначения. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о чеченском святом шейхе Кунта Хаджи Кишиеве. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальную тему. Больных туберкулезом в Чеченской Республике лечат кумысом. Единороссы на пост мэра города Грозного выдвинули Муслима Хучиева. Братья Кличко проведут в Грозном международный турнир. В Чеченской Республике началась подготовка к хаджу. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к духовенству республики с требованием активно противодействовать идеологии ваххабизма и экстремизма. Во вторник он встретился с известными в республике религиозными деятелями и подробно проинформировал их о принимаемых по борьбе с остатками незаконно вооруженных формирований мерах. Кадыров подчеркнул, что спецоперации носят интенсивный характер и будут продолжаться до окончательного решения проблемы, сообщили пресс-служба главы и правительства республики. По словам Рамзана Кадырова, идеологи терроризма и ваххабизма одурманивают голову отдельных молодых людей, подталкивают их к самоубийству. Глава республики считает, что имамы мечети обязаны более доходчиво разъяснять молодежи пагубность и опасность для общества идеологии экстремизма. Одной из самых проблемных транспортных артерий республики назвал трассу Ростов-Баку президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе встречи с членом Совета Федерации Российской Федерации Чеченской Республики Зиядом Сапсаби. Особенно много жалоб от жителей и от сотрудников ГИБДД по поводу состояния федеральной трассы Ростов-Баку. Дорога разбитая, узкая, а загруженность превышает все нормы. И как бы ни контролировали ситуацию на этом участке дороги, снизить аварийность на этой трассе не удается. Вопрос требует своего решения. Я прошу вас вынести его на обсуждение в Совете Федерации, отметил глава республики. Президент отметил, что по его поручению уже направлены соответствующие письма и сделаны запросы и депутатами Государственной Думы Чеченской Республики, и парламента Чеченской Республики, и представителями общественных организаций. В свою очередь, Зияб Сапсаби пообещал на первом же после каникул заседании Совета Федерации вынести на обсуждение проблему, обозначенную президентом Чеченской Республики.
На выборах мэра Грозного, которые пройдут в единый день голосования 11 октября, партия «Единая Россия» выдвинет кандидатуру нынешнего главы города Муслима Хучиева, которая чуть ранее была выдвинута делегатами 16-й внеочередной партийной конференции Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Такое решение принял в среду Президиум Генсовета партии. Кандидатура Хучиева представлена Политсоветом Чеченского регионального отделения единороссов и в соответствии с уставом партии должна быть согласована с федеральным руководством. Тем не менее, поддержал кандидатуру действующего главы администрации Грозного и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам президента, впервые за многие годы республике предстоит серьезный экзамен, в ходе которого население получит возможность самостоятельно выбрать местные органы власти. Он подчеркнул, что выборы должны быть демократичными и прозрачными и пройти в строгом соответствии с законом. Сельхозпредприятие «Чечен Агрохолдинг» начал прямую и бесплатную поставку кумыса больным туберкулезом, находящимся на лечении в туберкулезных отделениях Шалинской, Надтеречно-Гудермесской, Шилковской районных больниц и Республиканского противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба главы Чеченской Республики. Этот молочный напиток оказывает общеукрепляющее и омолаживающее действие, нормализует обмен веществ и благотворно влияет на состав крови, улучшает работу сердца, сосудов и рекомендуется при лечении различных заболеваний, в том числе и туберкулеза. Учитывая это и ряд других обстоятельств, руководство Чечен Агрохолдинг приняло решение о бесплатной поставке целебного напитка больным туберкулезом. Агрохолдинг поставляет кумыс из расчета 500 граммов напитка на одного больного. В хозяйстве на данный момент 50 голов дойных канематок, которые дают более 150 литров молока в день. В рамках программы президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по социально-экономическому возрождению высокогорных районов активно ведутся строительно-восстановительные работы на Жигуртовском районе Чеченской Республики. По словам главы администрации Жигуртовского района Ахмеда Хататаева, в масштабных строительных работах особое внимание уделяется социальным объектам, прежде всего школам и лечебным учреждениям. На сегодняшний день в районе, в соответствии с утвержденным графиком, активно ведутся капитальные ремонтные работы в средних общеобразовательных школах Солтуртыхвотор, Беттимох, начальной школе села Лемкорц. Виной скоро состоится открытие детских яслей и сада. Также строительство новых учебных заведений ведется в населенных пунктах Симсира, Денгиюрт, Балансу и многих других сельских поселениях. Кроме того, по линии Минздрава Чеченской Республики в районе строится участковая больница, а также ряд фельдшерско-акушерских пунктов. Промоутерская компания братьев Кличко 15 августа проведет в Грозном на арене спортивного комплекса «Динамо» турнир. Это соревнование станет первым событием такого масштаба на территории Чеченской Республики. Главным боем в этом шоу станет поединок между боксером из Чеченской Республики Заурбеком Байсангуровым и американцем нигерийского происхождения Эрамасоле Альберто за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в первом среднем весе, ныне принадлежащий россиянину. В андеркарде турнира 4-раундовый бой проведет родной брат Байсангурова Саламбек, единственный среди любителей шестикратный чемпион России, а также чемпион мира и Европы 2006 года. На профессиональном ринге он провел 2 поединка, оба выиграл, один из них завершил нокаутом. Зритель также увидит бой российского великана Александра Устинова, не знающего поражений. Из 16 поединков 13 он завершил досрочно. Устинов является действующим чемпионом Европы по версии WBA в тяжелом весе. Из 16 районных структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике 12 уже справились с заданиями на текущий год. Это самый высокий результат работы в истории существования Республиканской службы судебных приставов. По итогам первого полугодия структурными подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов в России по Чеченской Республике выполнено годовое плановое задание по взысканию исполнительного сбора, штрафов специально уполномоченных органов и по принудительному взысканию налогов. В функции судебных приставов входит исполнение судебного решения и актов исполнительного характера других административно уполномоченных органов. Кроме этого, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов обеспечивают установленный порядок деятельности судов, а также безопасность судей и участников судебного процесса. 10 школьников из Чеченской Республики выехали на отдых в Калининградскую область. В состав группы вошли 10 одаренных детей, отличившихся в учебе, а также солисты танцевальных коллективов. Маленькие гости выехали по приглашению калининградского губернатора Георгия Бооса. Предложение организовать для одаренных детей, победителей молодежных дельфийских игр, отдых на побережье Балтики поступило представителям Чеченской Республики от калининградского губернатора в ходе встречи на молодежном форуме «Селигер». Сообщается, что на данный момент ребята живут в Светлогорске, в детском оздоровительном лагере имени Валентины Терешковой. Здесь они смогут поправить здоровье, приобрести новых друзей. Для гостей предусмотрена насыщенная экскурсионная программа, включающая посещение заповедной Кушской косы, зоопарка и ведущих музеев Калининграда.
Жители Чеченской Республики, которые намерены совершить паломничество в священную для мусульман Мекку, начали готовиться к хаджу. В этом году, в отличие от прошлых лет, льгот для поездки в Саудовскую Аравию не предоставляется. В этом году жители республики, желающих совершить хадж, ждет еще одно нововведение. Лица, имеющие задолженности по каким-либо государственным налогам, не получат разрешения на поездку в Мекку. Сообщается, что на данный момент точно известно, сколько именно человек отправится к исламским святыням. Муфтият республики рекомендовал будущим паломникам как можно раньше подать необходимые документы для получения заграничных паспортов. По словам пресс-службы Духовного управления мусульман, как и в прошлые годы, часть паломников отправится в хадж воздушным путем, а часть наземным транспортом. Для тех, кто поедет в Саудовскую Аравию наземным транспортом, совершение хаджа обойдется в 32,5 тысячи рублей. Для паломников, которые выберут воздушный путь, сумма составит 100 тысяч рублей. Сюда входит перелет в оба конца и проживание в гостинице. Правительство Чеченской Республики создает специальную межведомственную комиссию, которая займется проверкой готовности к новому учебному году школ, расположенных на территории республики. В состав комиссии войдут представители республиканского правительства, Министерства строительства, образования и ряда других ведомств. Основная задача комиссии – проверка готовности республиканских школ к учебному году. Кроме того, межведомственная комиссия будет заниматься вопросами, связанными с выполнением плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, выработкой предложений по итогам поверок. Сообщается, что в настоящее время на территории республики ведутся ремонтно-строительные работы на 142 объектах. В 96 школах идет капитальный ремонт, а 46 школ строятся с нуля. 30 из них должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году. Планируется, что ремонтно-восстановительные работы в школах завершатся к 25 августа. На прошедшей неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к духовенству республики с резкой критикой и потребовал активнее противодействовать идеологии ваххабизма и экстремизма. Глава республики подчеркнул, что если на республиканском уровне эта работа в принципе отлажена неплохо, то непосредственно в районах она идет из рук вон плохо. Действительно, если государство произрастает регионами, то республика районами, что и как делается имамами и кадиями районов на местах. Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Тагир Салаханов. Духовность и высокая нравственность во все времена были определяющими факторами успешности любого общества. Из истории мы знаем немало примеров того, как гибли цивилизации, выбиравшие аморальный образ жизни. Примеры этого мы находим в Священном Коране, Библии и хадисах пророка Мухаммада, салату алейхиссалям. Достаточно вспомнить Содом и Гоморру, города библейского Лота и коранического Шуайба, повергнутые Всевышним за свой аморальный и богопротивный образ жизни. В менее отдаленном прошлом их судьбу повторили Египет и Рим. Именно тот факт, что низкая мораль и падение нравственности стали нормами общества, привели эти великие цивилизации к своему упадку и гибели. Столь пространное вступление позволит нам более объемно взглянуть на современное чеченское общество. Выйдя сегодня на улицы наших городов и сел, можно наблюдать все многообразие моральных приоритетов наших граждан. Видно это из того, как человек себя ведет, во что он одет и какой лексикой пользуется. Все бы ничего, если бы подчас образ жизни тех или иных граждан не сказывался бы на всем обществе. Достаточно вспомнить то, что именно благодаря своей духовности и верности исламу и прекрасным традициям предков чеченцы сумели сохранить свою национальную самобытность и высокий нравственный образ. Тем более, что испытаний на нашу долю выпало столько, что хватило бы и десятку другому народов. Сегодня чеченское общество находится на переломном этапе своего развития. Позади 2 кровопролитных войны, позади разруха, позади моральная деградация. Полным ходом идет восстановление городов и сел, налаживаются выгодные экономические и политические связи, предпринимаются попытки духовного возрождения. Работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения стоит в ряду приоритетных задач руководства республики. Для поднятия нравственности в обществе мобилизованы все ресурсы республики – административные, правоохранительные, религиозные. От здоровой морали молодого поколения напрямую зависит будущее республики, да и самих чеченцев как народа. Понимание этого тем, кто сам стал движущей силой всех позитивных преобразований, постепенно передается другим, кто призван нести это обществу. К сожалению, кто-то понимает это плохо, или, что еще опаснее, не может или не хочет понять. Это стало очевидным на встрече президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с кадиями районов и имамами, прошедшей в понедельник в Доме правительства.
بلعش بوقت بيز نيز بوقت بيز كده سو اش بيش من بوقت انا 100% بيفاز 100% نوش تاكليخ بيشتري وكرت بول هو صايب الشارع يتكل تاع بيشتري وكل سنه دي انا سيد بتاعي تعمل سيد شو قال سندر يعاود ناخذ انا عايز بوصل بده كده بقى دي نظر شاش بعد مش كلام بدون ده صوت يشوف شيء كلام شو جزء او شتك عقل وصوت يديش بعد مش سو نستجديد العج سو نستجديد سو تتسرع مك عاد بتشانجين دي على خمسة شهور كنا بعد إمام دانا وول ما تكذا سبعة يقول تعالوا يفرس يقول تعال ناجح يقول تعال نولا ترى لو حاول يستلز Президент республики в ходе встречи дал понять представителям духовенства, что на них делается основной упор в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Все свои знания они должны направить на то, чтобы прививать молодежи нравственные принципы истинного ислама. Вместе с тем, они же должны разъяснять молодым пагубность следования псевдорелигиозным сектам, наподобие ваххабитов или хабашитов. إيمان إسلام كل بيشتغل بوطل خاطر حلاوة مش بيستي وخاطر شلش فتشاسني نعني أبازري خدازري منيعني أزري شو دعنا إمام سندر وريسكم لكح شو إمام ملبل أش كتاب ويل إمام ملبل إمام برتبات يكيوتاح شنو بعض عور وقت إمام بيت الناس مت ماج شو دينا كلام الدوش دوش ميلش ماج يونتوز كده ماج تستون دو كده إيش كدينا نتج شنيارم ترى إمام مثلا ماجي ده وش دول دينا ديت كلام في جامعة خاطر شيء وشو بده هذي وتعالوا شيء لا يقول هم يقول شيء حلقات بنا عشان كلام مش ليش إيش عشان يقولوا شيء مش ليش دقيق زمان ماجي ما مسرياتي دعوني على هذه وين دوش شو هذا ماجي دوش هناك وين خدای دوام دویست نمی دوام روز در میشن. ایمان دیگه خود مال دوز لاتر. مالش واحد. نه ثاني جيد ثاني استقلال. نیست بونیت نیست ظلم دارید. خیلی اشتباهانه اون باید سوابق کن. ایشون بود نه مالش داد شریعت طریقت بیش. اول نیت بیش کن. تک بیوروات شیشی داری بیوروات شیده و بیوروات. إذن شلول هو إسرائيل وبس. سو قال أمر شيدنا يخرج شيننا يخرج. سو مرام دام بعض بتوع دام دمشق نحو بس. يشهدني كظلمش على ديش شروق يعرف. По итогам встречи Рамзан Кадыров отметил, что недоволен работой кадиев и имамов на местах. Послужило этому и то, что на вопрос президента о том, в чем вышеуказанный контингент нуждается в своей работе, назывались любые причины, кроме тех, что может послужить улучшению работы, будь то отсутствие газа, подъездных путей или пенсии бабушки. Да, действительно, وضعنا часть ضعنا территории Российской Федерации وزون Республики Польша федеральный центр حدد دوتشة في أخذ دوتشة وينلو بعينين بدوتشة Республики ويضع ويتغنى تعاش المغاء ضعنا Республики أحد ويدخوش هيت بصوي يعني لا يكفي زاد عميدا وكيلس إلا ويضعو نمج نبغانشي ويضعو خطوي بيلقوا دعمهمش بوتش وبوتش دوتشة دراش متعمدها كده Als Bruce van de Blauwe ministers, deputaat, شاورين كده تخن دوست الحال كده عليها وتتبع مليات صوت يخن صوت شريك تتبع مليات صوت صوت يخن الأخنان هدية ده هتعبر الصدري تخن غير وصل تعالى نتعرف تعالى يقول يعني إمام ذكر مش بس إمام تاجر ولا شوية إمام هو تأكد مصطفى عشقة أو شيء هذا ولا حوش كده غير اسمه بوجه الآن مو يصير ويدش شنوش من الحوش
وشادو قطعة شغل ضعيش ناخده لا بدي حاجة بدي حوص داكشن تخن بس بو حوالي قد بيش إمام مليوتا عشان نايش ناخدوش نجعل عملش إجلوتا ديك إسكيتامن ديك موصل بسكتاس مديرو كده. Несомненно, что жесткая критика, прозвучавшая из уст руководителя республики в адрес религиозных деятелей, мобилизует последних к тому, чтобы более ответственно подойти к своей работе. Но гораздо лучше было бы, если бы каждый на своем месте осознавал зону ответственности и выполнял бы порученное не из страха ответственности перед мирской властью, а из сознания того, что он мусульманин, и отвечать придется перед Богом. Справедливости ради следует отметить, что молодое поколение Чеченской Республики в большинстве своем богобоязненные, образованные и патриотичные люди, а значит, у нас есть все предпосылки к тому, чтобы не разделить участь Содома и Гоморры, а прийти к благоденствию и процветанию. Инша Аллах, так и будет. ويجوزون مصوت بس شو بقى بياخد صودا سي مصومتا مصوشانيا مصومتا هون بوسي يتسهلش يفون دايما تسهل ويبوخ تسهل ويتعامل بس دير وتنيرجع ويتعامل شغله ويأكله بس شو دير وتنير ويدور غير شيء دار مشكلة شو ده عنده وده يخلوه Во дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое, что ни на есть, олицетворение этого века. На прошлой неделе паутина сообщила, что курорт Свердловский Кавказский восстанавливается, что дикая дивизия оккупировала Схинвал. Мастер-карт теперь принимают и в Чеченской Республике, и что в республику собирается никто иной, как сама Анита Цой. Об этом и не только в еженедельной рубрике Ченет.Инфо. Откуда ждать ядерную угрозу? Россияне опасаются, что чеченские боевики могут воспользоваться оружием массового поражения. Об этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает сетевое издание «Накануне.ру». По словам все того же издания, ядерную угрозу со стороны боевиков усмотрели 46% опрошенных. Утверждается, что 38% россиян считают, что удар может прийти от США. От Аль-Каиды подвоха ждут 24% россиян, Китая 20% и Северной Кореи 18%. По мнению россиян, оружием массового поражения могут воспользоваться также Иран и Пакистан. Процентное отношение этого мнения составляет 15 и 10% соответственно. 2% полагают, что опасность представляют другие террористические организации и государства. Реже всего респонденты указывают на угрозу со стороны Израиля – 5%, Великобритании 4%, Франции и Индии по 2%. Наконец, 10% уверены, что ни одно из государств использованием оружия массового поражения России не угрожает. Единственный в Чеченской Республике курорт Свердловск-Кавказский восстанавливается. Об этом на текущей неделе сообщили ряд интернет-ресурсов. При этом отмечалось, что курорт в свое время славился своими целебными источниками и уникальным горным озером. На данный момент на территории комплекса царит запустение, большинство зданий разрушено, однако уже в ближайшие годы власти обещают вернуть курорту былую славу. Из 6 разрушенных корпусов в первое время будут работать только 1 ванное отделение. Однако уже сегодня сюда приходят люди, чтобы искупаться в целебных источниках. Построенный еще в 19 веке курорт Свердловск-Кавказский был популярен среди отдыхающих. Ежегодно к его целебным источникам из разных уголков страны приезжало более 2000 человек. С серными водами лечили болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, почки, ревматизм и многое другое. В общей сложности более 80% болезней, утверждают сетевики. Дикая дивизия оккупировала Схинвал. Практически всю неделю сетевыми ресурсами отслеживался всероссийский байкерский мотопробег, который стартовал в Москве 3 августа. Конечно, остановкой пробега стал Схинвал. В мотопробеге, организованный неформальным объединением байкеров мира, принял участие и мотоклуб «Дикая дивизия», объединивший байкеров из Чеченской Республики. Клуб «Дикая дивизия», как объединение единомышленников, появился в республике летом 2007 года, а свое название получил осенью 2008 года. Памятные мероприятия в ходе мотопробега открыли
открылись акции «Свеча памяти», которая началась ровно в 22:45 7 августа. Именно в этот час в прошлом году Грузия совершила нападение на республику. В рамках годовщины в старом разрушенном доме открылся и музей геноцида. Появилась и стена с именем погибших в ходе конфликта и памятник в виде дерева, где вместо плодов колокольчики памяти. В мотомарше на Цхинвал помимо членов клуба «Дикая дивизия» приняли участие также байкеры из Дагестана, Северной Осетии и Украины. Чеченскую республику на этой неделе посетил легендарный итальянский турист, путешествующий по всему миру на велосипеде Януш Ривер. Как сообщает интернет-издание, 73-летний путешественник за 9 лет проехал на велосипеде 111 тысяч километров и побывал в 99 странах мира. Как сообщают сетевики, он колесит по всему свету и называет себя гражданином мира. Долгая дорога по югу России, по его подсчетам, займет в общей сложности 120 дней, то есть все лето. На границе с Республикой Ингушетия путешественника встретили представители Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Первым пунктом назначения туристов Чеченской Республики стало село Ачхой-Мартан. За 10 дней турист намерен объездить всю горную и предгорную местность республики. Затем собирается отправиться в соседние с республикой регионы. Завершить свое 12-летнее путешествие Януш Ривер планирует через 3 года на Олимпийских играх в Лондоне. MasterCard теперь принимает и в Чеченской Республике. Чеченский филиал Россельхозбанка, одним из первых филиалов сети, приступил к выпуску и обслуживанию MasterCard. Карты MasterCard принимают к оплате товаров и услуг в торговых и сервисных предприятиях. С их помощью возможно получение наличных денежных средств в сети пунктов выдачи наличных и банкоматов. Возможно также и совершение в банках иных платежных операций. Помимо снятия наличных денег через банкоматы Россельхозбанка, можно также оплатить услуги сотовой связи, спутникового телевидения и интернет-провайдеров. Эмиссия банковских платежных карт в чеченском филиале Россельхозбанка по состоянию на август 2009 превысила 17 тысяч. Сообщается, что на территории Чеченской Республики в общей сложности функционирует 37 отделений Россельхозбанка. Установлено 43 банкомата и 23 терминала. В четвертом квартале филиал планирует закупку банкоматов, оснащенных функцией приема наличных средств, что позволит сэкономить время на посещение банка и пополнение карточного счета. Анита Цой. Еду в Грозный как домой. В Грозный с 11 по 17 августа заслуженная артистка России и певица Анита Цой даст серию благотворительных концертов на Северном Кавказе в рамках общественной гражданской акции неравнодушных людей «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Об этом на этой неделе сообщили сетевые издания, музыкальная газета и агентство «Грозный-Информ». Сообщается, что турне будет посвящено памяти жертвам террористических актов, совершенных в Чеченской Республике, Северной Осетии и Ставропольском крае. Инициаторами акции выступили сама Анита Цой и ветераны подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов и Геннадий Соколов. Планируется, что все средства, собранные от благотворительного тура, будут направлены на социальную поддержку детей и семей, пострадавших в терактах, и семей героически погибших спецназовцев. В ходе тура Анита Цой посетит 4 города Северного Кавказа. 12 августа певица выступит в Грозном, 13 в Гудармесе, 15 в Беслане, 17 в Буденновске. ФАС запретила рекламу, оскорбляющую кавказцев. Федеральная автомонопольная служба признала нарушением 4 части 6 статьи 5 Федерального закона о рекламе рекламу компании «Автокреш», сообщила в виртуальной сети интернет-пресс-служба антимонопольной службы. Сообщается, что рекламу разработал и разместил в интернет частный предприниматель Левашов. Так, в феврале 2009 года на портале Авто.ру распространялась реклама компании «Автокреш», которая состояла из 2 частей. Первая часть – образ приезжего с Кавказа человека, плохо говорящего на русском языке, имитирующий акцент жителя Кавказа. Вторая часть – образ женщины европейской внешности и утверждение «а мы купим честно». ФАС России пришла к выводу, что такая реклама создает впечатление о том, что приезжие из Кавказа предприниматели являются недобросовестными и необразованными, что унижает их деловые качества.
Медведев: с пьянством нужно бороться аккуратно, но настойчиво. Похоже, что инициативы Кадырова продолжают находить своих последователей в руководстве Российской Федерации. Так, президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что в ближайшее время намерен провести совещание, посвященное борьбе с пьянством и алкоголизмом. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с жителями подмосковного Звенигорода, где он проводил совещание по вопросам снижения административных барьеров для малого и среднего бизнеса. Заявление Медведева моментально было растиражировано на различных сетевых ресурсах. Сообщается, что по окончании совещания Дмитрий Медведев вышел горожанам, ожидавшим его у здания городской администрации. Один из звенигородцев поинтересовался у президента, можно ли применять календарь, который был до революции, чтобы люди не пьянствовали. В ответ на предложение объявить пьянству бой Медведев отметил, что в ближайшее время, где-то через неделю, будет проведено совещание по алкогольной теме и результаты обязательно будут объявлены. Рамзан Кадыров получил приглашение от короля Саудовской Аравии. Король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдель-Азиз Сауд пригласил президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова посетить его страну. Королевское приглашение совершить умру, малый хадж и побывать в местах, где находятся мусульманские святыни, передал Рамзану Кадырову в ходе встречи член Совета Федерации Российской Федерации от Чеченской Республики Зият Сапсаби. Об этом сообщает официальный ресурс президента и правительства Чеченской Республики. По словам информаторов, король Абдулла II также передал Рамзану Кадырову слова благодарности за послание, в котором президент Чеченской Республики тепло отозвался о приеме, оказанном ему во время прошлогоднего визита в Саудовскую Аравию. Король отметил огромное значение, которое имеет крепление связи между Чеченской Республикой и его страной, и особо просил подчеркнуть свою личную поддержку политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, направленной на стабилизацию и процветание республики. Сообщается, что Рамзан Кадыров с благодарностью принял приглашение короля Саудовской Аравии. Кому-то представленный материал покажется расследованием, а кому-то разоблачением, но это лишь объективный анализ с позиции тележурналиста. По данным Управления госавтоинспекции, в 2008 году в Чеченской Республике зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 199 человек и 481 человек были травмированы. Статистика аварийности показывает, что дорожно-транспортные происшествия в основном происходят по вине пьяных водителей. Причем статистика растет, и потому проблема актуальна и налицо. О проблеме пьянства и алкоголизма за рулем в еженедельной рубрике «Тема инфо». По мере налаживания мирной жизни в поствоенной республике на чеченских дорогах с каждым днем увеличивается и количество автотранспорта. Даже посередине дня на центральных улицах водителям приходится простаивать в многочисленных автомобильных пробках. Казалось бы, дорожное движение давно регулируется автоматическими светофорами, а на тех участках, где их еще нет, дежурят представители госавтоинспекции. Однако причиной, по которым приходится простаивать водителям на проверку, в большинстве случаев оказываются сами водители. И дело тут не в незнании дорожных знаков, хотя и этот факт зачастую присутствует, а в дорожно-транспортных происшествиях, которые участились по вине нетрезвых водителей. На одном из своих рабочих совещаний с Кабинетом министров президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что им подписан указ об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции на территории Чеченской Республики. Vilboken på närmaken innan det hunchut nodig. Tuizos, saizos, roden då, då är samma där hulchen vet då, och timmen då. Och det är snart vi har så det är правили две недели до полного совещания, так полностью донесли до протокол, и каждый руководитель знает именно, что он должен делать, как он должен это все делать. Да, что это я вас собрал, я сегодня подписал указ, сюда проект, я не знаю, как это сегодняшний дня в республике, только в Шинсаке, в дух Кырдац, это дух Штеги, точно еще именно по вашей вине, по вине главы района, все халатность там дальше. Точно что вообще лицензия еще, что вообще на телефончик говорил, то она лицензия луна, больше лицензия еще, что да, закон Российской Федерации нарушать вещь.
это закон Российской Федерации, нарушать, что вы за лицензию, за маркировку, продавали. Опять, когда мы начали этим заниматься, вы снизить мир, вы преступление, и резко, мы временно забыли эту тему, так даже женщины начали ходить по городу, закон саду, нарушать что делать. Шел на зону, без закона нарушать что, холод, ночью, холод, адрес, Свое решение глава региона объяснил тем, что в республике в последнее время увеличился рост преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, наиболее распространенными преступлениями являются вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии, которое влечет за собой многочисленные жертвы среди населения, а также рост бытового пьянства, заканчивающийся в ряде случаев убийствами. По мнению Рамзана Кадырова, принятые меры и ограничения эти несут предупредительные меры по сохранению морально-нравственных устоев общества, культуры, традиций и обычаев чеченского народа. Вопрос о необходимости борьбы с высокой аварийностью на трассах Чеченской Республики руководством поднимался неоднократно. В одном из своих выступлений Рамзан Кадыров приравнял пьяного водителя за рулем автомашины к террористу, заявив, что и тот, и другой убивают людей. Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения автомагистрали в Чеченской Республике планируется оснастить специальными приборами «Визирь», которые могут фиксировать любые нарушения на трассах, как в дневное, так и в ночное время. Только в городе Грозный будет установлено 58 подобных камер видеонаблюдения. Именно в городах и поселках происходит практически 2/3 всех дорожно-транспортных происшествий. Новое устройство не только мгновенно фиксирует любую ошибку со стороны водителей, но и дает возможность сфотографировать нарушителя. По данным Управления госавтоинспекции, в 2008 году в нашей республике зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 199 человек погибли и 481 травмирован. Однако статистика аварийности по вине пьяных водителей в прошлом году была намного ниже, чем в 2007. По вине нетрезвых водителей было совершено аварий на 71% меньше, чем в 2007. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 1700 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Страшно даже подумать, что могло произойти, если бы пьяных водителей вовремя не остановили. Тем не менее, несмотря на улучшившуюся ситуацию на дорогах, прогнозы в отношении выпивших водителей до сих пор остаются неутешительными. И чтобы бороться с этим злом, по мнению местных властей, нужна только целенаправленная, комплексная, грамотная политика и совместные усилия всех заинтересованных ведомств, которые позволят кардинальным образом преломить ситуацию с аварийностью. Ежегодно Россия теряет около 30 тысяч человек исключительно по причине дорожно-транспортных происшествий, значительная доля которых ложится на тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. Чеченская республика не одинока в своей беде. Россия давно ассоциируется в глазах иностранцев с горячительными напитками, которые употребляются в стране в неимоверных объемах. В последнее время российские суды едва ли не каждый день рассматривают громкие дела об автомобильных авариях, которые случились по вине пьяных водителей. Поэтому вопрос об усилении уголовной ответственности за такого рода преступления остается одним из актуальных у представителей российских властей. Количество дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на дорогах все равно закритичное, запредельное для любой страны. Результатами проверки, которые проводило контрольное управление президента, они эти результаты показывают. Организации дорожного движения на межмуниципальных, на муниципальных дорогах фактически не занимается никто. 28 января на одном из первых после новогодних торжеств заседаний депутаты Государственной Думы объявили бой пьянства на дорогах. Они приняли соответствующий проект сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект об усилении ответственности за преступление, совершенное пьяным водителем, был принят единогласно. Алкоголь и наркотики для водителя с того дня стали прямым путем на тюремные нары. Если сбить человек, водителя посадят на 3 года. Еще 3 года он не сможет управлять транспортным средством. Если человек в дорожно-транспортном происшествии погиб, лишение свободы увеличивается до 7 лет. Если погибли несколько человек, до 9 лет тюрьмы. Нестандартный способ борьбы с пьянством на дорогах не так давно придумали и в Бельгии, в стране, которая занимает первое место
место в мире по производству пива в расчете на одного человека. Парламент собирается пойти на радикальные меры, призвав на помощь технический прогресс. Машины тех, кого уже задерживали за вождением в трезвом виде, принудительно оборудуют алкозамками. Согласно законопроекту, представленному в Сенат, в случае повторного задержания нетрезвого водителя, нарушителю в машину устанавливается по решению судьи специальный прибор алкозамок стоимостью 1500 евро, естественно, за счет нарушителя. С таким прибором выпивший водитель ни за что не сможет завести свою машину. Электроника просто блокирует ее. В Чеченской Республике тоже придумали свой метод, который основывается на ментальности народа. После жесткой критики Рамзана Кадырова в адрес пьющих за рулем, являющихся потенциальной угрозой для общества, было принято решение обнародовать имена попавшихся водителей. Имена и фамилии нарушителей правил дорожного движения, а также водителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, с подачи религиозных деятелей республики будут оглашаться на пятничных молитвах, а затем вывешиваться на специальных стендах у мечетей. Я вам скажу так, что религия здесь может иметь существенное, очень большое значение. Возвращение к религиозным корням, возвращение к Аллаху и понимание того, что очень многое в поведении человека зависит от его душевного состояния, как раз и способствует тому, что человек осознанно относится к своим проблемам и пытается из них избавиться. И в нашем случае мы здесь пытаемся использовать такие методы вовлечения или возвращения наших больных к своим религиозным корням. Мы возим наших больных на пятничные молитвы мечети и сами вместе с ними ездим. Таким образом, мы используем эти методы тоже. Хотя, конечно, здесь очень много зависит от установки самих больных. Народ должен знать тех, кто злостно нарушает законы, представляет опасность для окружающих. Подобная мера введена в регионе совсем недавно, и существует большой процент вероятности, что она окажется действенной. Чеченский народ всегда чтил свою культуру, обычаи и традиции, а потому следит за поведением своих родственников. Если кто-то нарушил закон или обычаи, то пятно позора может лечь на всю родню. Но нет у нас ни в обычаях, ни в традициях, ни застолья, ничего, которое могло быть сопряжено с необходимостью употреблять спиртные напитки. С другой стороны, закон не запрещает употребление алкоголя. И мы, медики, в первую очередь, и педагоги, и врачи, должны разъяснять людям пагубность употребления даже малых доз спиртных напитков. А то, что касается обилия нарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, или вызванных тем, что люди оказались в состоянии опьянения и совершали тех поступков, которые они не совершили бы, если бы они были в трезвом состоянии, этих случаев очень много. Однако на борьбу с злостным автонарушителем теперь в республике борются и современными техническими средствами. Не так давно чеченское ГАИ обзавелось специальными радарами и видеофиксаторами нарушений правил дорожного движения. С помощью устройств видеонаблюдения заметно снижается число дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что камеры видеонаблюдения уже на днях будут установлены на улицах Грозного в целях соблюдения общественного порядка. В первую очередь такая мера станет сдерживающим фактором для нарушителей общественного порядка, что уменьшит в первую очередь количество административных правонарушений граждан. Однако лихачам и другим нарушителям из числа водителей от этих видеокамер уже не скрыться.
С самого первого дня своего основания и с самого первого номера коллектив газеты, главной республиканской газеты «Вести Республики», следует в фарватере политики и главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Газета неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив президента Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних, наиболее ярких и общественно значимых публикаций газеты. С ходом второго этапа 16-й внеочередной конференции Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» знакомит читателей газеты материал Ибрагимова. Мы должны идти на выборы единой командой. Последняя партийная конференция чеченских единороссов, по словам автора публикации, рассматривала вопросы тактики и стратегии партии в ходе предстоящих выборов в органы местного самоуправления. Так, на конференции рассматривалась предвыборная программа партии, обсуждался вопрос выдвижения кандидата на пост главы города Грозного и рассматривались вопросы назначения уполномоченных представителей регионального отделения партии «Единая Россия». Перед делегатами и гостями конференции выступил президент Чеченской Республики, член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Рамзан Кадыров. Он коротко охарактеризовал состояние общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике и подчеркнул вклад регионального отделения партии в деле поддержания стабильности и мира в Чеченской Республике. Рамзан Кадыров еще раз напомнил, что региональное отделение партии «Единая Россия» во всех значимых для республики событиях и явлениях показывала сплоченность и выражала волю народа. И на этот раз мы должны идти на выборы единой командой, подчеркнул президент в этой связи. В ходе своего выступления член Высшего совета партии «Единая Россия» региональный лидер Рамзан Кадыров наметил основные линии тактики и стратегии партии в ходе предстоящих выборов. Делегаты конференции единогласно утвердили программу Чеченского регионального отделения по выборам в органы местного самоуправления Чеченской Республики и выдвинула действующего главу администрации Муслима Хучиева кандидатом от партии «Единая Россия» на должность главы администрации города Грозный. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал высокую оценку деятельности Муслима Хучиева и на этой должности отметил, что уверен, в новых условиях Хучиев достойно проявит себя в дальнейшем развитии и строительстве столицы республики. После выхода в свет 122-го федерального закона Российской Федерации с 2005 года идет так называемая монетизация льгот, то есть перевод натуральных льгот в денежное выражение. Пришло время и льготникам Чеченской Республики перейти на общероссийскую форму оплаты услуг ЖКХ. Что нужно сделать для этого льготным категориям наших граждан? И именно с такого вопроса и открывает свою публикацию автор материала «Перерегистрация льготников для их же блага» Мариам Насчиева. Автор подробно рассказывает о плюсах и минусах монетизации, причем по ходу материала выясняется, что монетизация действительно выгодна потребителям. К примеру, те деньги, которые льготники сегодня перечисляют обслуживающим ЖКХ организациям, с 1 января 2010 года будут перечисляться на счет самих льготников. После того, как льготник произведет оплату услуг, все сведения будут заноситься в компьютер, а сумма к возмещению будет начисляться автоматически. Гражданам останется только прийти в банк и снять со счета деньги. Но и в плюсах, по утверждению автора публикации, есть маленькое «но», а именно для монетизации льгот ускоренным темпом ведется перерегистрацию льготных категорий граждан. Однако на сегодняшний день перерегистрировано всего лишь около 40% льготников. Работы еще предстоит много, а время, отведенное на перерегистрацию, истекает уже буквально через неделю. Автор публикации отмечает, что всем имеющим право на 50% скидку необходимо безотлагательно пройти перерегистрацию в районном отделении труда и соцразвития. Почему руководство республики торопит эту перерегистрацию? Дело в том, что средства на монетизацию необходимо успеть заложить в республиканский бюджет на 2010 год, а для этого, естественно, нужно знать точное число льготников и размер их льгот. Вымогатели в законе. Так озаглавил свой материал Абубакар Асаев, который в ходе своей поездки по маршруту Грозно-Владикавказ Пицунда провел небольшое журналистское расследование и вынес его на суд читателей газеты. Автор в простой и увлекательной форме рассказывает о своей поездке, в ходе которой ему и его товарищу пришлось пройти через систему поборов в сопредельных с Чеченской Республикой регионах. Все мы, выезжая или въезжая в республику, вынуждены проходить процедуру проверок на прикормившихся вдоль границ субъектов в постах. Ощущение такое, словно ты пересекаешь границу сопредельного государства. В Европе порой и не заметишь, что пересек границу иного государства. Уж в любом случае избежишь наглого и неприкрытого вымогательства со стороны пограничников. У нас же платить дань стала нормой, заявляет автор публикации. Платят таксисты, водители маршруток и автобусов, и практически все категории грузоперевозчиков, и каждый знает ставку того или иного поста. Знают, платят и молчат. Все это мы прекрасно видим, но не видят почему-то антикоррупционные органы, службы собственной или внутренней безопасности и прочие инвестментные органы силовой системы. Тем не менее,
менее, виновником того, что общество оказалось заложником этой системы, автор считает не только тех, кто получает взятку, но и тех, кто эти взятки протягивает. Иначе говоря, все общество пронизанное коррупцией сверху донизу. Да, было время, что платить приходило всем и за все, за право передвижения, за право на жизнь, за право дышать и называться людьми. Но времена меняются, неизменно остаемся только мы, привыкшие откупаться, вымогатели, обретшие свободу от безнаказанности власти над нами, причем не только в погонах и на постах, но лица в чиновничьих кабинетах, которые присосались к доходным стойлам и своим маразмом покрывают позором тех, кто честно и достойно исполняет свой долг. В подобных условиях говорить о масштабной борьбе с коррупцией, наверное, даже не этично. Апеллировать отсутствием жалоб и заявлений для искоренения вымогательства, к примеру, на тех же дорогах со стороны потерпевших, наверное, тоже нет нужды. Можно просто загрузить «Газель» арбузами и проехать по пограничным постам, констатирует автор публикации. С 17 по 24 июля 2009 года около 150 ребят из 5 северокавказских регионов приняли участие в миротворческом лагере ЮНИСЕФ «Каспийская Одиссея-2», проходившей на побережье Каспийского моря в городе Избирбаш. Целую неделю ребята с удовольствием общались друг с другом, узнавали о традициях и обычаях своих сверстников из других республик. Работе этого миротворческого лагеря посвящен материал миротворца «Каспийской Одиссеи-2» студентки второго курса отделения журналистики Чеченского государственного университета Алины Зулиевой. Детский фонд ООН вместе с региональными министерствами образования и науки проводят подобные миротворческие лагеря с 2005 года. Основная цель миротворческих лагерей – это создание добрососедских отношений между ребятами из разных республик, сближение ребят различных национальностей. Это создание добрососедских отношений между ребятами из разных республик, сближение ребят различных национальностей. Для этого программу каждого лагеря включают тренингами по миротворчеству и толерантности, которые помогают способствовать преодолению существующих стереотипов, дискриминации и этнических предубеждений. 23 июля, рассказывает автор публикации, состоялось закрытие Каспийской Одиссеи-2. По ее словам, в церемонии закрытия участвовали глава офиса ЮНИСЕФ на Северном Кавказе Стивен Джонсон, координатор программы миротворчества и толерантности Мурат Шишханов и представители Министерств образования 5 северокавказских республик. Присутствовала на церемонии закрытия и посол доброй воли ЮНИСЕФ, известная телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенной-2002» Оксана Федорова. Я рада, что приняла участие в работе этого лагеря. Эти встречи, на мой взгляд, смогли внести весомый вклад в развитие миротворчества на Кавказе, ибо если каждый из нас научится дружить и быть милосердным, толерантным по отношению друг к другу и окружающему миру, всем нам будет легче сберечь мир и согласие, отмечает автор материала. «Охота на крыс» – так назвал свой материал в одном из номеров газеты «Вести Республики» директор Центра духовно-нравственного воспитания и развития Ваха Хашханов. Самым омерзительным животным в понятии чеченцев является крыса. Пусть читатели не подумают о том, что я занялся изучением грызунов. Думаю, что иногда повадки животного точно характеризуют инстинкты не вполне вменяемого человека, говорит автор материала. Далее автор публикации дает свою личную оценку так называемому Амиру и предводителю вооруженного бандподполья Доки Умарову. В моем представлении Умаров – эмир всех кавказских джиннов и шайтанов и живет по уставу крысы. Выходит он только в темное время суток, ибо знает, днем выходить опасно, прихлопнут, как церковную мышь. А ведь крыса тоже, постоянно дрожа от страха, бегает по сырым темным норам, вся измазанная грязью и нечистотами. Орудует она обычно на мусорной свалке, лакомясь отбросами и объедками. Точно так же со всем своим крысиным воинством поступает и самозваный кавказский эмир, шастая по чужим закромам и сусекам. Автор утверждает, что при всех этих отвратительных качествах Аллах наделил крысу удивительным свойством усыплять свою жертву. Точно таким же макаром действует и крыса-эмир, усыпляет сознание своей жертвы ваххабистским ядом. Действие этого заморского зелья еще не до конца изучено, но еще предстоит установить, почему иные молодые люди с неокрепшим сознанием оказываются во власти ваххабистской пропаганды. Директор центра призывает молодежь активнее включаться в общественную жизнь и не оставаться в стороне от происходящих в республике процессов. Пришло время отряхнуться от сна, выйти из спячки и тем молодым людям, сознание которых затуманено бредовыми заклинаниями крысы. Заливай норы водой, заполняй их дымом, нагнетай туда газ. Никогда не знаешь, откуда она выскочит, на кого она нападет, каких детей покусает в минуты отчаяния и страха. Действуя из глубокого подполья, крысы мешают нам жить, радоваться солнцу, благоустраивать нашу древнюю землю, заключает автор публикации. Успех в борьбе с социальным злом он видел не в применении силы, а в нравственном самоочищении, возвышении и взаимной поддержке горцев в вечном поиске Бога. Он признавал одну единственную власть – власть Бога. За его нравственную чистоту, поиски общего блага, высокую духовность в Индии Кунта Хаджи непременно нарекли бы именем Махатма, что означает «учитель», а в Чеченской республике народ его называет Ойля, что означает «святой». Такие, как он, совесть земли, они несут людям веру.
веру в добро, в справедливость, веру в милость Всевышнего Творца, сотворившего людей такими разными по национальности, но едиными в своих возможностях познать истинность своего предназначения. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о чеченском святом шейхе Кунта Хаджи Кишиеве. Шейх Кунта Хаджи, сын Киши, является самым ярким, общепризнанным во всем исламском мире чеченских святым суфием, основателем суфийского братства зикристов. Кунта Хаджи воистину пришел в наиболее драматический час в судьбе своего народа и действительно спас его дух не только от существовавших, но и от ожидавших его позже невероятных бед. Солнечные горы Эртна, возвышающиеся над Нохчмохом, тоже стали святым с тех пор, как устами великого Кунта Хаджи стали возвещать утомленному, доведенному царизмом до отчаяния чеченскому народу мир, покой, согласие и единение в добре и вере. Шейх Кунта Хаджи родился в 1830 году в равнинном селении Чечни Мелчахи. Его отца звали Киши, мать Хеди. Родители его вскоре переселились в горное селение Илсханют, где и прошло его детство. По преданию, рос он вполне смышленым ребенком, но был замкнут и любил уединение. Обучался арабскому письму, мог читать и писать. Исполнять обряд зикра он начал еще с юношества, и по преданию, узнав об этом, имам Шамиль разгневался и вызвал к себе молодого Кунту. Тот явился к Шамилю, и имам, созвав совет алимов, устроил ему экзамен. Кунта Хаджи выдержал экзамен на знание Корана и Сунны, и Шамиль оставил его в покое. В возрасте 18 лет Кунта совершил паломничество в Мекку и с тех пор вел религиозную проповедническую деятельность, осуждая войну и насилие в любых формах и проявлениях. Следует отметить, что основателем этого нового направления в исламе считается шейх Абд-аль-Кадир Гилани из Багдада. Существует предание, что Кунта Хаджи во время паломничества навестил могилу Абд-аль-Кадира, где и познакомился с учением Кадария. По другой версии, идея зикра им была получена от самого Аллаха. Рассказывают, что во время паломничества утомленный Кунта Хаджи прибрел к колодцу в пустыне. Он услышал голос сверху с требованием спуститься в колодец. Спустившись, он наткнулся на небывалые красоты и размеров драгоценный камень. На камне высвечивалась надпись: «Кто возьмет этот камень, тот станет властелином мира». Шейх не взял камень и пренебрег земным царством. Пройдя немного по дну колодца, он наткнулся еще на один камень, и на этом камне светилась надпись: «Кто возьмет этот камень, тот станет обладателем рая». Когда Кунта Хаджи взял этот камень и стал подниматься наверх, его окружили чудовища. Тут Аллах и повелел ему исполнить зикр «Ла илаха иллаллах». Когда он вырвался с помощью зикра из первого круга, он вновь попал в окружение чудовищ. Аллах повелел ему исполнить зикр улиллах, и повторяя улиллах, он ушел и от этих чудовищ. Так, совершая зикр, он поднялся на поверхность земли. Из уст в уста последователями Кунта Хаджи передается его обращение к чеченцам после возвращения из паломничества. Он сказал: «Мы из-за систематических войн катастрофически уменьшаемся. Я не верю, что из Турции к нам придет помощь, что турецкий хункар желает нашей свободы и нашего спасения. Это неправда, так как сам хункар является таким же деспотом, как и русский царь. Верьте мне, я все это видел своими глазами, как видел прикрывающихся шариатом деспота в арабских странах». В своем трактате «Тарджамат Макалати» Кунта Хаджи, изданном до революции в Дагестане, пишет: «Если человек безразличен ко всему и довольствуется тем, что ест и пьет, то он далек от нравственного совершенства. Если мирит хочет знать, насколько он близок к Богу, пророку и учителю, то пусть посмотрит свое сердце. Если оно порожно жаждой власти, то пусть знает, что он далек от Бога, пророка и учителя. Если сердце Мирида ноет, наполнено состраданием к людям, лишено неприязни и зависти, он близок к Богу, пророку и учителю. Убравший из своего сердца гнев, простивший обиду, 100 крат упоминающий Аллаха, молящийся за тех, кто злословит, раб Божий. Вместо оружия возьмите в руки четкий Коран», призывал Кунта Хаджи чеченцев в разгар войны имамата Шамиля с Россией. Вполне естественно, что имаму Шамилю призывы Кунта не нравились, но зикризм был близок к духу чеченцев в плане эмоциональном и не противоречил нахским адатам. Проповеди шейха о мире, братстве, поддержке обездоленных и сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народа, доведенному длительной Кавказской войной до грани физического уничтожения. Кунта Хаджи прекрасно понимал, что непримиримое сопротивление царской власти может привести чеченцев к полному уничтожению. Эта идеология противоречила идеологии Газавата, требующей продолжения борьбы. Учение Кунта Хаджи яростно обличали и представители ортодоксального ислама, именуемые сейчас ваххабитами. Распространение зикризма не меньше, чем Шамиля, тревожило и российское военное командование, которое имело свои выгоды в этой войне. Для военных пацифизм Кунта Хаджи был намного опаснее и смертельнее Газавата имама Шамиля, и они также преследовали его. Преследование российских властей и Шамиля, призывавшего драться до последнего чеченцев, заставили Кунту покинуть Кавказ и отправиться в Мекку.
Исторический спор имама Шамиля с Эвлия Кунта-Хаджи завершился, как известно, тем, что вековое сопротивление горцев Северного Кавказа с несоизмеримо сильным и жестоким завоевателем было сломлено. Шамиль, породивший Газават, стал почетным гостем российского царя, а конец жизни провел священным для мусульман Мекки. В этот переломный для народа период, когда решалась судьба жизни и смерти, вновь появился проповедник-миротворец шейх Кунта-Хаджи Кишиев. Он с еще большим усердием стал проповедовать свои пацифистские идеи. Он призывал отдавать приоритеты вечным духовно-нравственным категориям, духовному и нравственному совершенству, а не сиюминутному благополучию. Наместник Кавказа, главнокомандующий Кавказской армией, великий князь Михаил Романов в своем письме военному министру от 23 января 1861 года по этому поводу писал: «Возвратясь из путешествия своего в Мекку осенью 1861 года, Кунта-Хаджи начал свою проповедь и вскоре приобрел в Чечне значительное число последователей и особое уважение народа. Как видим, царский режим интересовался Кунтой и не поддержал его, хотя шейх проповедовал отказ от войны. Лорис Меликов по этому поводу высказывает особое мнение в своей служебной записке от 14 июня 1863 года. Что касается до ареста Кунты, то я не могу ручаться, принесет ли мера это пользу и будет ли она сообразна с теми обстоятельствами, о которых я могу судить только на месте. Между тем, удаление его без сомнения произведет возбуждение умов в народе и для нас будет очень невыгодно, если взамен главы религиозной секты у чеченцев явится вождь восстания». В политическом отношении стремление к неограниченной власти Шамиль и русские императоры-близнецы, хотя и являлись злейшими врагами, Кунта-Хаджи же их полный антипод. Для царизма люди с мировоззрением Кунта-Хаджи были куда более опасны, чем Шамиль. Для властей Кунта-Хаджи смутьян, подбивающий людей служить не господам, а Богу. 3 января 1864 года Кунта-Хаджи, всю жизнь проповедовавший смирение, мир, доброту и справедливость с ведома царя Александра II, вместе со своим братом Мовсуром были схвачены в районе Шали и сразу же отправлены в Новочеркасск через Владикавказ. Весть об аресте шейха молнией пролетела по Чечне. Тысячи горцев бросились в Шали, полагая, что арестованные еще здесь. Царские чиновники предчувствовали такую реакцию и подтянули к шалинскому укреплению сильный военный отряд во главе с князем Тумановым. Считая, что Кунта-Хаджи с братом еще здесь, мюриды трижды посылали к князю депутацию с просьбой выдать ему стаза, но получили отказ. В конце концов, горцы побросали огнестрельное оружие, совершили омовение в ледяной воде Басса и пошли на верную гибель на выстроенные в боевой порядок царские войска. Солдаты встретили безоружную толпу картечью из артиллерийских орудий и ружейными залпами. Тысячи людей было ранено, искалечено. Только убитыми оказались, по заниженным сведениям, 164 мюрида. В их числе были и женщины, переодетые в мужскую одежду. После шалинской бойни зикризм был под запретом, и увлеченные в нем немедленно ссылались в Сибирь на каторжные работы. Таким образом, было сослано и 18 руководителей зикристов. Шейх Кунта-Хаджи в то время под глубоким секретом содержался в городе Устюжна Новогородской губернии. Царская администрация ликовала по случаю разгрома. Она щедро одарила орденами, медалями, деньгами тех, кто принимал активное участие в этом разбое. Награждены были капитан милиции Чеченского округа Давлетмирза Мустафи, полковник Арцу Чермоев и Вага Паду. Особо был отмечен полковник Касим Курумов, который, проникнув в темные замыслы Онова, установил главных деятелей и первым донес начальству о необходимости пресечь повстанческую деятельность зикристов. Получили награды и некоторые муллы – Абдулкадыр Хардаев, Идик Исламов, Мустафа Абдуллаев и Махмуд Баршиков. Сам же Кунта-Хаджи в тюрьмах Новочеркасска и Устюжина сполна испытал судьбу невольника. Письма шейха, которые так и не дошли до семьи и родственников, свидетельствуют о тяжких испытаниях, которые он переносил смиренно и с достоинством. Будучи выходцем из беднейшей части чеченцев, он пытался установить духовное братство и социальное равенство. Успех в борьбе с социальным злом он видел не в применении силы, а в нравственном самоочищении, в возвышении, взаимной поддержке горцев в вечном поиске Бога. Он признавал одну единственную власть – власть Бога. За его нравственную чистоту, поиски общего блага, высокую духовность в Индии Кунта-Хаджи непременно нарекли бы именем Махамата, что означает «учитель», а в Чечне народ его называет Эвлия, что означает «святой». Он не просто святой, а святой, пострадавшим за новую философию, за новое мировоззрение. Он святой великомученик. С течением времени мир, к сожалению, не становится более справедливым, менее коварным и злым. Не сокращается и количество войн. Страны и люди пытаются завладеть наиболее совершенным оружием, применение которого поставит человечество на грань полного самоистребления. Именно поэтому для наиболее разумной части человечества всегда будут интересны и необходимы такие люди, как чеченец Кунта-Хаджи Кишиев. Такие, как он, совесть земли. Они истинные пророки Всевышнего на земле, несущие людям веру.
веру в добро, в справедливость, веру в милость Всевышнего Творца, сотворившего людей разными по национальности, но едиными в своих возможностях познать истинность своего предназначения. Да уж, действительно интересную жизнь прожил этот великий человек. Ну а у нас на этом все. Это были все события минувших 7 дней. С вами был Валид Генаев. Смотрите Чечен.Инфо. Мы встретимся с вами в следующую субботу. До свидания. До новых встреч.